Собирайтесь, на сборы 20 минут. Берите одежду и еды на несколько дней. Живо! Золото, драгоценности и оружие сдать добровольно. 23 февраля. Одна из самых трагических страниц в истории нашего народа. Каждый ингуш с болью в сердце вспоминает этот злосчастный февраль 1944 года. Именно тогда началась операция «Чечевица» – массовая депортация чеченцев и ингушей. В актовом зале Молдобекской средней школы номер 2 прошло мероприятие, на котором школьники подготовили постановку, вложив все чувства и страх людей, прошедших это тяжелое испытание. Депортация – это траурный день, все должны знать, скорбить в этот день и всегда его помнить. Сцены выселения, плачущие дети и мамы, старики, солдаты, вагон – все это погрузило зрителей в атмосферу тех страшных дней и событий, когда тысячи семей были вынуждены покинуть родные земли и отправиться в неизвестность. Голоса школьников, полные грусти, словно передавали боль всего народа. Депортация войнахов стала самой массовой в Советском Союзе. Около 500 000 человек погрузили в вагоны для перевозки скота и отправили в северные районы Казахстана и Киргизии. Организатором спектакля выступила Петимат Сычоева. وحاشر يوتسي بار мероприятие. أخشر أصحى ترج زمان دربي رجيا خوش كلاسة حتى زارتك واش تديالر أنخيتسون. واحد بلي زين بولش خاندين زبيرشت صحيح ديز أنخيتسون. ده تدلي تشولش حمداتس حتى تحت بقول شرك أو بيزن برس تتي بار خلو تتي بار ترجع تقم قلت ويديزلشت. После завершения действия мужчины прочитали дуа за погибших. Это мероприятие лишь напоминает об укреплении межнационального согласия и общей истории. Память о тех днях жива, пока мы о них помним. Депортация оставила глубокий след в истории ингушского народа. Это не просто даты и факты, а судьбы конкретных людей, их боль и страдания, которые наш народ пронесет сквозь века. Луиза Арапиева, Билал Ахильгов, Магаз 24.